Ассаламу алейкум, Сюрдикер Масейра. Добрый вечер, приветствую всех, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Я очень сильно извиняюсь. Так, сегодня пятница, 15 июля 2022 года, 21:16 по Берлину и 22 часа 16 минут по Джохару. Приветствую вас. Файтер, всех рад видеть. Извините, друзья. Я просто банально уснул. Прошу прощения. Черт побери. Так, да, Файтер, извиняюсь. Я очень виноват. Вот в таком режиме и живем, дело. Маш Вовель, Аслан, демократ для тебя непростительно. Я не ожидал, что я так усну. Ну вот, так, друзья, я хотел вам сегодня очень хорошую новость рассказать, что у русских все плохо, у фашистов. Русские есть хорошие и плохие, а мы говорим, вот у меня с интернетом беда стала. Ну ладно. Аслан, готовы ждать? Ради тебе, да, и рада тебе. Дуже дякую, дело. Дуже дякую. Такс. Бях мобильно что? Конечно. Не думал. Я думал, что я могу уснуть, но я не думал, что я столько смогу проспать. Почти 2 часа или 1,5 часа проспал. Хотя я думал, максимум на 20 минут могу уснуть, прилягу и проснусь с него. Так. Ну все, вот у меня интернета нет теперь на компьютере, только есть вот мобильный интернет. Ну ладно. Так, друзья. О чем это я? Я хотел смотреть комментарии тут. Ну вот. Все наперекосяк. Маш Вогель. У нас гость Сергей Ант. Нет там хороших русских. Ты прекращай, говорит. То есть мне нравится ход твоей мысли. Набкиетер юкан анмавелла. Ола бомадо Чечня, не Россия. Сахилум шмадать. يا العديل. لا tu buenas aceitas mal. Masera дайрейсуй. Опаздываешь, Аслан, нехорошо. Не горизонт, я уснул, простите меня. Так. Владимир Рабинович, витаю тебя, друже. Так, Владимир Рабинович, я тебя тоже ночью проспал, простительно. Я просто был очень насыщенный сегодня день. Я прилег и думаю, ну немножечко покемарю. Было время и вот, и на тебе, короче, получи. Фашист гранату получи. Так, друзья, хотел вам рассказать. Говорят в Украине, что хорошего русских не видно в тепловизор. Файтер, ты вообще веселишь меня. Так, смотрите, друзья. Я хотел сообщить новость. Хотел от генерального штаба сообщение зачитать. Но вот у меня возникли проблемы с интернетом, домашним Wi-Fi и мобильно работает. И хорошо, что я сделал сегодня через мобильный интернет
через мобильный интернет сегодняшний стрим. Ну, что я хочу сказать, друзья, ладно. Как обычно в полевых условиях. Так, Аслан, ты на связи с Медведевым, говорит, брат Юсупа Тимирханова. Нет, давно не на связи. Уже, наверное, лет 27, наверное, не на связи. Когда 26, наверное, не на связи. А что? Опять началась тема, что я ФСБшник, да? Причем мне один тут написал, старик, интернет появился, у которого у самого брат судья всю жизнь проработал под Петербургом, пишет и так далее. Ну, видимо, я наступил на мозоль больную, и начали говорить, нет, я не на связи, и Дмитрий Медведев, ФСБшник, я об этом сообщал, разоблачал, он был причиной меня отчисления, он был тем, кто должен был наказать меня за то, что я отказался сотрудничать с ленинградским УФСБ и подписывать там контракт с ними и работать на них. Понял, брат Юсупа Тимирханова, понял. Я только проснулся, сейчас я могу просто начать не понять ни шутку, и у меня сейчас еще, подождите, дайте мне прийти в себя. Так, истовый рой, все, у меня интернет заработал, друзья, одну минутку, мне просто... Что случилось, я не знаю. Вот сообщается, что Генеральная прокуратура РФ объявила расследовательскую организацию Bellingcat и Insider нежелательными в России. У меня один только вопрос. Это хорошая расследовательская группа, организация Bellingcat. Insider, конечно, это понятно, российская. И ничему российскому я не верю, конечно. У меня один вопрос. Почему мой канал, который не такой уж и известный и расследовательский и так далее, запрещен на территории фашистской России, уголовные дела против меня возбуждаются и так далее, и так далее, а Bellingcat только сейчас запретили. Вот у меня один такой логический вопрос. Я никого ни в чем не обвиняю, просто мне интересно знать, почему мой канал уже столько времени, с 2 года уже запрещен на территории фашистской России. А Bellingcat только сейчас. Ну ладно. Так что, друзья, анализируйте, думайте и так далее. Так, одну минутку, друзья, одну минутку. Ну, опять не то. Опять не то, опять не то. Сейчас, одну минутку. Так. Одну минуточку, одну минуточку. Итак, смотрите, Генеральный штаб Сбройных сил Украины информирует, уничтожено приблизительно орков 38 тысяч на сегодня, на сегодняшний день, с 24 февраля по 15 июля. 130 за сутки прошедшие, танков 5 за сутки, 1672 танка, 14 боевых бронированных машин за сутки, 3800. Так, я опять в эфире. Так, ну, на чем я там остановился, вы, наверное, не слышали. У меня был сбой тоже, уже на мобильной связи. Ну, ладно. Так, летаков 1 сбит самолет, 220 всего и 188. Так, вертолетов 109 антиаэркрафт, артиллерийских систем 842, РСЗО 247, БПЛА оперативно-тактического уровня 681, крылатых ракет 155, 15 кораблей и катеров. Все пока по нулям идет, ничего не было из этого уничтожено за прошедшие сутки. 2731 одна автомобильная техника и цистерна.
11 штук за прошедшие сутки и 67 специальная техника, 0 за прошедшее время, за прошедшие сутки. Так, вывод простой, говорит. Вывод Аслан простой, говорит Файтер Израиль. Значит, твои расследования и озвучивание преступления орков серьезнее других. Да, Файтер, я тоже склонен, может быть, это немножко будет нескромно с моей стороны, но именно так это и выглядит. И знаете, по своему незнанию, по своей эфир повис. Ну, сейчас вернулся. Ну все, сейчас будет нормально, просто все исправлено. Так, смотрите. Так, что это? Вывод простой, говорит. Файтер, значит, твои расследования озвучиваем преступления орков серьезнее других. Я, не зная, куда я лезу, я, оказывается, очень много испортил очень серьезную систему. Об этом, наверное, потом я напишу книгу, как все это было. Если получится, да. Да, Аслан, на автомат коробку переключись. Да, Асланбек, тут Машова. Переключусь. Вот, и вот они мне поэтому тут всячески мешают, и будут очень, наверное, долго еще мне мешать. Ну, что поделаешь, как говорится, что поделаешь. Так. Ну-ка я это сюда. Да. Да, Асланбек, тут я не системный. Итак, друзья, давайте... Так. Расскажу, почему я считаю, что мобилизация уже вот полным ходом, подготовка к мобилизации идет. Законодательную базу для мобилизации фашисты готовят. И вот вчера Владимир Путин подписал указ, закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. Понимаете, да? Закон также вводит уголовную ответственность за участие граждан Российской Федерации в конфликтах не в интересах России. Войну в Украине Москва до сих пор официально называет спецоперацией. Это говорит о том, что будет объявлена война, объявлена всеобщая мобилизация, и русские, россияне, которые будут призваны на войну, они в случае перехода, сдачи в плен, перехода на сторону противника, будут приравниваться их действия к тяжкому преступлению, государственной измене. Это говорит лишь о том, что они очень сильно боятся то, что россияне будут массово переходить на сторону Украины. И в связи с этим, я думал над этим, и в связи с этим нам нужно подготовиться к тому, чтобы начать активно сейчас уже россиян пропагандировать их о переходе на сторону России, на сторону Украины, сдачи в плен. Потому что те люди, которые будут сейчас призываться в армию, эти люди фактически, ну мы знаем, да, договор у россиян с бандой ФСБ, с Путиным был такой: мы голову прячем в песок, и вы просто по-джентльменски не трогаете ту часть тела, которая торчит из песка. И все, вот такой у них был договор. И в принципе Путин соблюдал этот договор. И те, кто с этой головой в песке торчат, они могли заработать деньги, вытащив голову из песка и выполнив любой преступный приказ
Владимира Путина и банды ФСБ. Вот такая вот у них была договоренность между собой. Вот такая у них была договоренность. Ну вот сейчас этот договор уже полностью нарушен. Он частично нарушался. Сейчас уже этот договор нарушен полностью. Так. И я полагаю, что именно это сдерживало Путина, что он не призывал людей, не объявлял всеобщую мобилизацию. Во-первых, их нужно снабжать, вооружать там и так далее, и так далее. Но и есть большая опасность, что эти люди будут переходить. Помните, когда Гитлер напал на Советский Союз, трехмиллионная советская армия фактически сдалась и перешла на сторону, была пленена немцами. И вероятнее всего такой же сценарий может повториться фактически сейчас. У них нет никакой мотивации. Мы никого не обвиняем, конечно, наоборот, мы призываем, надо быть глупцом, умирать за своего барина. Фактически не президента, барина, которому глубоко плевать все эти 22 года было на этих людей. Поэтому им нужно как-то сейчас, я вот призываю украинцев, я призываю западных аналитиков, которые смогут как-то это преподнести, чтобы мы донесли до россиян, что подготовить условия им обязательно, что как они сдаются, сразу же мы им предоставляем там сперва лагерь для военнопленных и потом на все условия, какие необходимы для этого, для их безопасности после того, как они сдадутся в плен. Потому что я могу засвидетельствовать, как бы Тойзен ко мне не относился, что большинство русских, при всем при том, что они имперцы в душе, там и так далее, они только на словах эти имперцы. Вот прикладывать усилия спасти людей они не будут, что также приравнивается к преступлению, да, преступное бездействие. Также и не готовы совершать эти преступные действия. Нужно быть объективным, по крайней мере, постараться оставаться в нашем положении объективным. Поэтому я считаю, что в ближайшее время будет объявлена всеобщая мобилизация. С большому сожалению, и первые, кто будут гнаться на эту войну, будут кавказцы и, конечно же, чеченцы. И я об этом с первых дней вот этой широкомасштабной войны призываю. И еще раз призываю, как можно скорее вывозите своих молодых мужчин призывного возраста в Турцию, в Грузию, в Европу, как угодно, что угодно делайте, но вплоть до расстрела будет доходить. Мы знаем, что одного человека, Магомеда Бессултанова, расстреляли за то, что он отказался ехать воевать в Украину несколько недель назад. Мы это все помним, я об этом говорил. И так будет продолжаться и далее, друзья. Так будет продолжаться и далее. Так будет продолжаться и далее. Цундела, дигар духса, шайнах, айлбара. На курорт все отправляйте через камеру. Так. Ну, это говорит о том, что, конечно же, они не справляются. Это говорит о том, что ленд-лиз работает. Да, без султанов из Чечни, да, Вольф, без султанов. Это был парень из Чечни. Мораторий на смертную казнь могут они отменить? Как ты думаешь, Аслан? Фрея, в том-то и дело, если объявляется военное положение, мораторий отменяется на смертную казнь, отменяется автоматически. Смертная казнь в России существует, все это у них имеется. Как только вводится военное положение,
мораторий на смертную казнь приостанавливается. Понимаете? Все, он также действует, смертная казнь, она же действует у них. Просто есть мораторий был. И это отменяется. Все меняется, все, абсолютно все. Законы ужесточаются во время введения военного положения. Поэтому расстреливать людей будут уже на законных основаниях. Мобилизация будет. Я в этом не сомневаюсь. И знаете еще, я несколько дней назад уже читал, они будут, они ввели уже какой-то закон, что пенсионеры, которые трудились на заводах и фабриках по производству, там, инженеры, токари там, и так далее, будут продлевать их пенсионный возраст, их возвращают на работу. Все, им будут платить зарплату и берут снова на работу. То есть производить бомбы, патроны, мины и так далее, и так далее. Короче, Россия переходит на полноценную войну, на полноценные военные действия. Опять тормозит немного, да? Ну, извините, друзья, вот мешают нам, наверное, мешают. Лучше вам объединиться и подготовиться, чтобы воевать с китайцами, говорит Ахи Алдамов. Так. Так, после сдачи пленных русских вооружать и освобождать русских русскими. Есть такая группа лиц в Украине, называется «Свободные русские», что ли. Я им уже неоднократно писал в Фейсбуке, я очень обрадовался, что такие русские появились. Это вооруженные русские, которые якобы воюют против России там, и так далее, и так далее. И я спрашивал отношение их к чеченскому вопросу и так далее. Ну, у этих смельчаков, воюющих против России, которые в масках все время, почему-то не хватает им немножечко душка снять эту маску. Этот флаг у них, российский флаг, где вот красная полоска, она отсутствует. Белый, синий, белый у них флаг. Я им написал, у вас красный ус отклеился на флаге. Скажите мне, как вы относитесь к чеченской теме, войне, геноциду против чеченцев. Не хватает духа мне ответить и так далее. Вот, батальон «Свободная Россия». Сколько бы я их ни терроризировал, они мне так и не ответили. Причем они меня не банят в Фейсбуке. Я им пишу, они меня игнорируют. И я им написал, у вас красный ус отклеился на флаге. Так вот, батальон этот русских, я не доверяю им. Вот, у меня уже четко выработанная схема, если эти люди игнорируют и попадаются на вопросе чеченской теме, я их сразу же раскусываю, ну и раскусываю. Красный устал. Так. Поэтому этот батальон «Свободная Россия», вообще, конечно, звучит смешно, «Свободная» и «Россия» это вообще как-то не похоже. Как-то я уже один раз попадался на форум «Свободной России», Каспаровщины и Ходорковщины. И оказалось, что никакой это не форум «Свободной России», а форум «Паскудной России». Поэтому я думаю, с батальоном это может быть то же самое, с этим батальоном свободным. И его этот батальон рекламировал Арестович. А Арестовичу я доверие уже потерял, где он. Так, из-за его огромных долгих общений,
с Фейкиным, товарищем Фейкиным. Причем Фейкин уже благодаря вот этому Арестовичу и другим уже полностью принимаем на украинских телеканалах. Он такой эксперт, ему задают вопросы. И буквально сегодня смотрел его одно видео про Кадырова, что ему там задают вопрос. И он говорит, ну вы же знаете, говорит, как, что после Путина у Кадырова нет никаких шансов там и так далее, что да, это его конец. И он говорит, ведь на Лубянке же не любят чеченцев, говорит, ну, отношения к чеченцам. Потом говорит, ну, Кадыров, который за Кадырова. Нет, Фейкин, ты правильно сказал, проговорился, да. На Лубянке ненавидят чеченцев, ненавидят. И именно поэтому мы вам отвечаем, я вам отвечаю, бедный чеченский народ. Не знаю, что думает, я могу сказать за себя, я именно поэтому вам отвечаю. Бедный чеченский народ не знает, кто вы и что вы. И я пытаюсь разъяснить и бедному чеченскому народу, оказавшемуся в заложниках, твари, твари ФСБшные, чтобы вы сдохли, сдохните, в огне горите. Все, кто на них работаете, все, кто в Берлине сидят и на меня гонят, тоже у которых всю свою жизнь братья в ОРИДе работали, на ФСБ, на судах и так далее. Горите в аду все вместе. Твари. Сидит такой Фейкин, рассказывает, говорит, да, там, Кадыров. А кадыровцы, короче, там будут сейчас весь чеченский народ класть на алтарь жертвоприношения ради того, чтобы один день продлить Путину жизнь и свою, соответственно, жизнь. Твари. Чтобы вы сдохли. Харьков, пусть сдаются с танками, БТРами, самолетами. Еще денег заработают. Украина платит. Да, Харьков, обязательно нужно провести огромную, большую работу. Нужно привлечь внимание. Не вот я, которого на территории фашистской России запрещает мой канал и так далее, и так далее. Нужно всеобщее, чтобы и на «Голос Америки» говорили об этом, чтобы украинские каналы об этом говорили, что все, кто будет сдаваться, мы вам подготовим условия с танками, с автоматами, с БТРами, переходите на нашу сторону, расстреливайте своих командиров и переходите на сторону Украины, потому что это не ваша война и так далее, и так далее. Причем это нужно объяснить аккуратненько, как-то доходчиво, уже сейчас нужно, чтобы это было везде вещалось, для молодежных разных пабликах, и так далее, и так далее. Всячески нужно это сделать. Так, тут про Жданова пишут. Олега Жданова. Олегу Жданову я доверяю. Олегу Жданову я доверяю. Это человек настоящий патриот Украины, защитник Украины. К этому человеку у меня вообще, я ориентируюсь на него и на вот Генеральный штаб Сбройных сил Украины. Вот единственные мои вот маяки, на которые я ориентируюсь. Спасибо большое Олегу Жданову. Швец Жданова уважает и прислушивает. Ну, швец это гибнюк. Гибнюков бывших не бывает. У них нету ни чести, ни морали, ничего. Вот, не касаясь как человека швеца, я могу сказать, что гибнюк, обученный, подготовленный гибнюк, у них нет ни друзей, у них нету никаких моральных рамок, ничего у них нет. Понимаете? И этот швец, друг Гордона и Семашко, кто там этот был, помните, баллотировался еще в президенты. Друг Патрушева, я выкладывал вот у себя тут в сообществах фотографию, где он с Патрушевым сидит. Так. Смотрю Ибрагима Альянова. Боль, крик души и сердца у него на лице. А сам у тебя боль на лице и в сердце. Здоровья тебе, сынок. Жить надо, чтобы увидеть погибель фашистской Русни. Ичкерии, Украина. Дуже дякую, Светлана Ходзевич. Спасибо большое.
Ну, у меня, я просто, может, не выспался, поэтому у меня боль. Арестовича слушать себя, а не уважать, говорит Лиана Сирота. Но мы не знаем, Лиан, это вы в Украине знаете. Мы-то многие не знают. Это и то я-то как-то еще ориентируюсь в этом. У меня есть друзья, я много времени этому посвящаю. Знаете, как люди не понимают, посмотрят Фейкина и Арестовича, и все, и чеченцы или там другие люди, они считают, что ну все, мы уже владеем информацией и так далее, и так далее. Потом Фейкину начинают доверять. Вообще никаких контактов с россиянами, никаких до окончания войны. Любитель великой русской культуры, у Фейкина даже уже голос грозным стал. Арестович из него удачно сделал чуть ли не драйвером и экспертом украинского инфопространства. Да, оба раскрутились, там набрали там по миллиону с лишним подписчиков. И так невероятно много их везде показывают, приглашают и так далее. Конечно же, это а, а, всячески раскручивают они его. За этим должна следить СБУ. А СБУ следит за мной. СБУ пишет на меня доносы. Есть там одна а, поношенная жизнью дамочка, которая ошивалась вокруг Амины Акуевой, Исы Мунаевой, после гибели на них грязь лила. А теперь начала лить на меня грязь. Ну, слава богу, заткнулась. Я написал СБУ, я написал здесь публично, выложил, что я буду все СБУ сравнивать, приравняю к террористической банде ФСБ и буду наравне, несмотря война, не война и так далее. У меня какие-то бизнесы, они, СБУшница начала писать, у меня какие-то бизнесы там в России, что у меня там это, ну, бред просто несет и раздувало это все. В СБУ вообще-то нужно провести люстрацию. Это очень важно. Гордон тоже из этой же области. Гордон тоже из этой же области. Так. Фейкин воевал на стороне сербских нацистов в отряде Младича в 90-х годах. Вот вам здрасте. Да, я эту информацию тоже слышал. Да, Фейкин принимал участие в 90-х годах на стороне нацистов сербских. Да, именно эта информация. А потом этот Фейкин в первую русско-чеченскую войну приезжал, депутатом его сделали. Представьте, молодого парня, который воевал за нацистов, сразу приезжает, он депутат, он приезжает в Чечню, берет интервью. Кстати говоря, я очень удивился вчера, когда у нас был стрим с Сергеем, с Киевской Русью, там Фейкина нормально все распространяют, ну, разоблачают. Ну а про Айдера Муждабаева такие хорошие отзывы и так далее. Это тоже старый матерый пропагандист. Работал в московском комсомольце. Московский комсомолец это ГРУшная газета. Военных она им подчиняется. И он тоже, да, говорит красиво. Много кто говорит красиво. Вон Фейкин говорит красиво. Ходорковский даже плакал, сидел. Да, этот имперец, фашист, ублюдина КГБшная. Ходорковский сидел, ныл. Он 8 лет не ныл, украинцев убивали, территорию Крыма оккупировали. На Украине он говорил. Ну, это же понятно, что можно не говорить, да, чисто из уважения. Вы уже чужую страну оккупировали, вы чужих людей уважаете, убиваете. Как бы там, что бы там русский язык не говорил. Это чисто имперское на Украине, да, это окраина Великой России, и это на Украине там живут какие-то малоросы там и так далее, и так далее. Ну, мы же прекрасно понимаем. А теперь сидит Гордону. Гордон его раскручивает, сидит ему ноет. И так далее, и так далее. Салам, маршал Аслан, что скажешь про выступление Закаева? Я не знаю в упор такого человека. О чем вы говорите? Смешко, да, Светлана Хадзеев, спасибо большое. Да, его фамилия Смешко. Смешко. Во-во, по Патрушеву побольше. Патрушев это русский Фредди Крюгер.
если побольше. Русский Фредди Крюгер. И Патрушев, тот человек, который в 99 году стоял за взрывами русских, спящих в своих домах в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске. В Рязани его террористы были задержаны. Ими оказались ФСБшники, ну как положено террористам. И тогда Патрушев сказал, что это были учения, и что не было никакой взрывчатки, а был сахар. И так далее, и так далее. Это матерейший, просто страшный убийца, миллиардер, владеет Россельхозбанком, его сынишка сейчас является министром, и так далее, и так далее. Аслан, я очень боюсь, что потихоньку гибня соберется в Украине. Мамлюк, она уже там собралась, я уже фактически это все, я просто не хочу нагнетать, не хочу говорить. Так что вот такие вот дела. Если я сам упор не знает Закаева, отписываюсь от его канала. Можете отписываться, что хотите делать. Я глубоко виноват перед чеченцами, что... Но я должен был выяснить, да, представители так называемой власти, люди, которые называют себя властью, я должен был разобраться. Я пошел, разобрался, очень много пытался помочь, сделать, и потом в итоге я выяснил, что это все симулятор, все это имитация. Ахьяд Идигов оказался прав. Аят Идигов оказался 100% прав. Вот так вот. В отношении вот этих персон, Дион. Аслам, брат, СМИ сообщают, что Ермак, зал администрации президента Украины, якобы имеет связь с Россией. Говорит Осколе. Да, об этом давно уже говорят. Я не знаю. Вот за этим представителем Ермака и является тот самый Арестович, который с Фейкиным проводит очень много общения. На самом деле, вот это общение меня сбивало с толку. Я не мог понять, для чего каждый день отчет русским делает Арестович. И меня сбила с толку фотография Арестовича с Залужным. Закинул ее Арестович, что типа они таких два друга там, а в обнимку там и так далее, и так далее. Так, Лиана Сирот, СБУ за вами, это смешно, вы патриот своей страны. Надеюсь, они в этом убедились однозначно. Такие крысы есть везде, к сожалению. На самом деле, я до войны Украины, когда еще украинцы не знали, что у них будет война, за редким исключением, которые готовились, понимали что-то, я тогда украинцев предупреждал, потому что у меня были знакомые, да, я работал адвокатом, я чеченец, как мы все знаем, и долгое время проживал в Москве, и были товарищи, которые начали возить оружие, переделанные Стечкины, травматические пистолеты Стечкина, переделанные под боевые, возить в Крым. И ко мне поступила такая информация. Я сказал этим, у меня был товарищ, который начал с этими людьми общаться. Я сказал, ребята, вы понимаете, что нагнетается криминогенная обстановка в Украине. Это как у нас начинается и так далее. И кое-какую информацию я от них получал в общении там и так далее. И я начал писать. Я не знал, кому писать, я просто в чатах, в социальных сетях встречал украинцев, какой-нибудь спор какой-нибудь и писал об этом. Предупреждал, ребят, у вас может начаться война, нагнетается. Гоблин был, как его, Аксенов по кличке Гоблин. Я знал, что он гоблин, я знал, что он преступный какой-то там элемент в этой, потому что чеченцы привозили ему туда это оружие, там получали от него какие-то заказы на преступления. Вот такая обрывочная информация в кругу циркулировала, да, что туда можно, там ГРУ в этом было замешано,
там, и так далее, и так далее. И в итоге я писал, и, ну, так, снисходительно украинцы мне говорят, да ладно там, ты что, нет, мы же там, ну, мы же братья фактически. Гоблина завалили же мусора. Нет, Гоблином звали, кличка у этого Аксенова, кличка Гоблин. И так далее. Поэтому и СБУ об этом знает. Я уехал из Москвы, из России для того, чтобы открыто начать помогать потом Украине. Потому что уже было невыносимо все это видеть и так далее, и так далее. И то, что делает на меня, напускает, натравливает вот эту Денисенко, ее зовут, это, ну, конечно же, не очень красит СБУ. Но СБУ помогает получить документы в Литве, да, судя по перехвату разговора между блогером, засланным сюда в Европу, опять же, от ГРУ, от российской военной разведки, который вроде бы врал всем, что он получил в Швеции, там какие-то документы, и ему делала СБУ, ну, якобы СБУ, там, с кем он общается, у них в Берлине с ментами завязки, все у них там решается, там и так далее, говорит, это видео у меня на канале есть, и они делали ему в Литве документы, что он якобы какой-то там ополченец, цыган, перебрался в Литву там и так далее, и так далее. Но я думаю, из этого у них уже ничего не получится. Но попытка была. И я об этом тоже сказал. Потом рассказал еще кое-что. И вот на меня напустили вот эту свою агентшу. ФСБ и СБУ еще не разделились. Это сиамские близнецы, которых нужно разделить. Или же обоих отправить куда следует. В небытие дем. Так, Маждада Машволь. Арестович говорил о войне еще в 2019 году. В 2019 году война уже шла. Я говорил в 2013 году об этом, до вторжения. Война началась в 2014, как мы помним. А сам брат, вы правы, также Байден тоже предупреждал, но СБУ проспал. Вот это предатель. Нет, Асколи, я не об этом говорю. Я не о том, что сейчас будет вторжение. А я говорил о 2013 году, когда еще в 2014 она готовилась. Так, очень обидно, что Украине не оказывают помощь на должном уровне, ведь они воюют не только за себя, а за весь мир. Это очень обидно. Да, Марина Чеченко, я согласен. Но Украине оказывают помощь. К большому счастью нашему, Украине оказывают ту помощь, о которой мы, чеченцы, даже не мечтали. О ленд-лизе, об этом мы даже не мечтали. Слава Украине, слава воинам Украины. Спасибо, братья, за борьбу с русскими фашистами, говорит Марина Чеченко. Аминь. Леди Аслан, ты ни перед кем не виноват. Наоборот, благодаря тебе пришла правда и сгинула ложь. Вот результат и благодаря тебе. Да, я тоже думаю, леди. Нет худа без добра, как говорится. Разоблачили мы эту банду лживую. Аслан, ты просто обязан стать... Так, не обязан, Джавиш, не обязан. Так, вопрос по поводу протектората. Можно чуть поподробнее? Для этого требуется время, а его у нас и так мало. Арабизация и русификация идут. Плюс ООН или что будет после? Очень бюрократическая организация. Говорит, Варган. Время, в принципе, у нас есть. Наша страна уже оккупирована. Нам нужно... Время работает, в принципе, на нас. Поэтому ООН, я думаю, если Россия не будет выкинута из Организации Объединенных Наций, из Совбеза ООН, у нас много чего не получится. Поэтому
или сама ООН должна быть пересоздана, или же должно быть что-нибудь в этом плане произойти, да, бюрократическая, и она уже себя, в принципе, изжила. Третья мировая началась, я в этом уже нисколько не сомневаюсь, и, значит, ООН не смогла справиться со своей обязанностью, для чего она как раз и была создана. Поэтому про протекторат идут очень жаркие, скажем так, дискуссии, очень, очень все хорошо, могу сразу сказать. В принципе, вот такая вот ситуация, короче говоря, у нас с протекторатом. Пока больше не буду ничего говорить, это останется тайной, пока просто доверьтесь мне, я буду делать все для того, чтобы максимально сделать хорошо и для будущего нашей страны, и для нас всех. Да, Алмула. Да, Алмула. Посмотрим. С протекторатом все идет очень хорошо, даже больше, лучше, чем я и предполагал даже. Там всякие Арахами, Ермаки, Невзоров и другие, говорит Асланбек Тутаев. Да, да, Асланбек Тутаев, да. Именно так. Арахами, Ермак, Невзоров. Ну, я просто теряюсь просто. Я не понимаю, как это возможно. Как воюющая страна, каждый день гибнут украинцы. Невероятно, невероятно. Так, Асланбек Тутаев. Идигов реальная кандидатура. Да, реально, Идигов не предатель. И он был прав. Так. Как и меня, Идигова делали маргиналом, объявляли сумасшедшим, там его не могли ФСБшникам объявить, потому что у него очень хорошая репутация, никогда не был в России и так далее, и никак не связан, в отличие вот от этих мошенников и авантюристов. Ну, в отличие от меня, который жил в Москве, работал адвокатом и так далее, на меня это можно легче сказать. Ну вот его тоже делали маргиналом, загоняли там всячески, там против него настраивали людей, и удавалось, как удается в определенной степени против меня. Ну, я благодаря тому, что веду стримы и постоянно отвечаю на вопросы, разоблачаю вот эту агентуру, которая сюда засылается, поэтому у меня чуть получше получается. Но, опять же, тоже очень сильно, видите, меня везде препоны закрывают, там, канал вещания и так далее, и так далее. Ну, ничего. Главное, явилась истина, и сгинула ложь, ждем. Денисенко лживая мадам. Да, Маждат, абсолютно с тобой согласен. Очень, так. После первой и второй был мая, потом людям дали пожить немного, теперь третья мировая и последняя. Джейвис, ну ты имеешь в виду конец света будет? Ну посмотрим. Посмотрим, будет конец света или нет. Я вообще не сторонник вот этого конца света. Маш воля, ой, ой, Залин, Маш. Так, сам брат, вы правы, также Байда тоже предупреждал, но так. Так. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Захар Батькович. Героям слава, Захар. Так, много раз говорил Лиана.
Чингисхан, Украина – это избранный народ Всевышним, чтобы покончить с империей зла раз и навсегда. В этом нет никаких сомнений, говорит Чингисхан. Так, в политическом плане на наших глазах они превращают Украину уже в ту же Оркляндию-2. Флаг Украины над Кремлем, говорит Асамбек Тутаев. Да, в том-то и вопрос. ООН не смогла остановить этот беспредел, пока будет пересоздаваться и так далее. Да, ООН не выполнила свои функции. А по времени я имел в виду нашу молодежь, которая пудрят мозгу со всех сторон. И мы получаем тысячи ватников или шишани на нашей территории. Да, Варган, это большая проблема, но в том-то и дело, ничего не делалось. Ничего, это мы должны, это ты должен делать, это я должен делать. Мы все это должны были делать, говорить. Но в том-то и проблема, что мы пережили геноцид, и все, кто начинает говорить правду, искать правду, их родственников пытают, убивают, их маргинализируют и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем вся беда, вот в чем вся проблема, понимаете? Вот она в чем вся ситуация. Мы виноваты. Мы виноваты. Да, у нас были объективные причины, нас уничтожали там и так далее, убивали наших родственников и так далее, но мы же должны что-то делать. Ну вот, должны делать, должны говорить, распространять. Если вы не можете сами говорить, распространяйте в разных социальных сетях наши стримы, объясняйте, пишите под своими никами комментарии, постарайтесь доносить до этого. Ну, что поделаешь. Война есть война. И мы воюем с самым подлым и беспринципным, лживым, гнилым врагом на земле. Так, Асна, у тебя тоже слово паразит выходит. Да? Какое? Асна, я хотел спросить у тебя, как ты думаешь, если Европа полностью не откажется от газа и нефти у России, то война, я думаю, не закончится, так как за газ и нефть они получают миллиардами до евро. Да, я полностью с тобой согласен, и вот как раз в связи с этим хочу тебе рассказать одну новость, которую нам сообщает «Голос Америки». Макрон призвал французов, сегодняшняя новость, подготовиться к жизни без российского газа. Президент Франции заявил, что правительство подготовит план экономики энергопотребления. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что страна должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа через поддержку альтернативных источников энергии, отключение уличного освещения по ночам и вступление в период общенациональной умеренности в энергопотреблении. Российское вторжение в Украину и последовавшие за ним санкции усилили действие других факторов, толкающих вверх цены на энергоносители и другие товары. По словам Макрона, поскольку окончание войны в Украине не проглядывается, французы должны быть готовы к тому, что издержки останутся высокими. Эта война продолжится, сказал он в телевизионном интервью, по случаю национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии. Лето, начало осени будут очень тяжелыми. Россия использует энергоносители, как и продовольствие, в качестве оружия войны, сказал Макрон. Мы должны подготовиться к сценарию, когда нам придется полностью остаться без российского газа. По его словам, правительство подготовит план умеренного потребления для экономии энергии, который начнется с отключением уличного освещения по ночам, когда в нем нет большой пользы. Вот русские фашисты боялись, смеялись, там, упрекали, что без нашего газа замерзнет и так далее. Получите. Это такое обоюдоострая такая вещь. Да, вы продаете, они покупают. Вам просто не будут поступать деньги. Посмотрим, кому будет тяжелее. А этот газ, между прочим, его нельзя хранить. Если газ добывается, его надо сжигать. Русские сейчас будут его массово сжигать. Они его в огромном количестве сейчас добывают. Его никуда нельзя деть. Его закрыть нельзя, эту
скважину, его просто придется сжигать. Россию ждет катастрофа во всех смыслах, со всех сторон. Человеческие потери с этими призывами, отмена смертной казни, моратория на смертную казнь, на смертную казнь, голод, холод. Помните, как они давили продукты? Обязательно к ним придет голод. Бог покарает тех, кто вот так относится к еде, к продуктам и так далее. Причем у них дома престарелых, детские дома и так далее не в самом лучшем положении были. Они давили тракторами какие-то яблоки, какие-то гусей там и так далее, и так далее. За все придется отвечать. За каждую пролитую кровь чеченского ребенка придется отвечать. Сирийского, грузинского, украинского и всех остальных. Конец фашистской России. Конец. Конец ФСБ. Самое главное, запомните. Главный враг это ФСБ. Уничтожить нужно гнездо. Вот это, их нужно запретить ФСБ на законодательном уровне, признать террористической организацией и запретить. Даже если на это потребуется 10-20 лет. По-другому никак. По-другому абсолютно никак. Так, Аслан, многие про Эдигова ничего не знают. Я, например, про него не знала, что у него что есть такой человек впервые. Я о нем от Анзора услышал. Но я, как и многие, ничего о нем не знаю. Ты о нем тоже нам говори. Хорошо, хорошо. Эдигов есть в Фейсбуке. Так, какое слово? Какое слово, Фрея? Скажи, пожалуйста, что я опять сказал. Так. Аса, я тоже не был в Рашке и хорошо себя чувствую. Молодец, Асамяк. Отлично. Так. Чебурляндия это Россия. Чебурлянцы это Россия. Чебурнет это российский аналог интернета. Так, так. Ассаламу алейкум, ассалам, приветствую чат. Слава Украине, слава Ичкерии, свободу Кавказа, свободу Азии. Фархот Файзулаев. Алейкум ассалам, Фархот, приветствую тебя. Так, правильно так думать, Макрон. Так, концом света людей пугает уже 5-6 тысяч лет, говорит. Давайте будем говорить, готовиться к варианту, что конца света не будет скоро. Если же он вдруг наступит, ну тогда все равно всему конец. Абсолютно с тобой согласен, Мэдли. Знаешь, когда в Сирии началась война, среди молодых чеченцев начали говорить, вот это конец света, там святая земля Шама, сейчас туда придет Махди, будет война там и так далее, против всего мира, там еще какой-то там сказки начали рассказывать. И я говорю, ну почему ты считаешь, ну вот там уже, видишь, столько стран собралось, там, ну короче, как обычно, придумывали вот эти ФСБшные, ГРУшные сказки, чтобы завлекать туда людей, обманывать людей. И в итоге я говорю, ну давай представим, говорю, хорошо, конец света, да, Махди приходит, все, это, все, конец света и так далее, и так далее. Ну давай представим, что было в 40-х годах, или в 30-х годах, в конце 30-х годов, или в начале 40-х годах. Тогда миллионы людей было убито, десятки миллионов людей было убито, там 50, 60, 70 миллионов человек погибло. Десятки миллионов людей были беженцами, голод, холод, ну ужас был, да, много стран принимало участие в этой войне и так далее. Тогда же не наступил, я говорю, конец света. Ну давай дождемся, пока там несколько миллионов человек будет убито, и вот тогда мы начнем уже рассматривать этот вопрос, что наступает конец света. А давайте сейчас думать о том, что он не наступает, и мы живем. Наоборот, надо думать, что будет после войны в Сирии, как эта Сирия будет восстанавливаться, как мы будем восстанавливаться, которые едем туда, принимаем участие, что с нами будет туда, если поедем и так далее. И я с тобой полностью согласен, Мэдли.
Надо, ну, если конец света наступит, все, конец, уже ж конец, правильно. А если, представьте, он не наступит, мы готовимся к концу света, там все плохо, а вот он раз и не наступил, что делать? Как вот в Сирии, он вот сейчас не наступил. Поэтому нужно думать, что не наступит конец света. Нужно думать, как жить, как развиваться, созидать, не воевать, не убивать, зло, огородить это зло, нейтрализовать это зло. Вот о чем нужно думать. Так, самый страшный месяц для России это август. New Horizons. Да, так бывает, но в августе у них бывает очень много разных событий, но я не приверженец тем, что именно вот именно в августе это произойдет. Но в августе очень много у них случалось такого. Fighter Israel. И если сейчас опять что-то в августе случится, то навеки вечное август останется для них страшным месяцем. Файтер Израиль. Аркастан ждет катастрофа. Эмин. Эмин, Файтер Израиль. Эмин, эмин. Аркастан ждет катастрофа. Я вообще не использую газ. У меня все электрическое. Я с удовольствием буду, лишь бы Украине закончилась война. Лишь бы Украина победила быстрее. Так, как относится к законопроекту о признании независимости нашей страны, который внесен в Верховную Раду, говорит Ибраим. Очень хорошо отношусь. Как я могу относиться, если я это слово Ичкерия пытаюсь везде употребить, говорить. Я, знаете, я написал здесь 1000 бумаг. И везде, где нужно и не нужно, я вставлял слово Чеченская Республика Ичкерия. Убито 30% людей, 42 тысячи детей и так далее, и так далее. Как я к этому могу относиться? Очень хорошо. Единственное, к чему я плохо отношусь, что это только сейчас произошло. Это, конечно, никакой погоды нам сейчас не делает, признание, да, там разные тут аферисты мне рассказывают, что мы в шаге перед международным признанием и так далее. Но ложь, конечно же. Признание Украины, это, во-первых, не первое признание. Нас первое признала Грузия. И как-то на войне против нас с фашистской Россией это не особо отразилось. Сейчас же, ну это хорошо, конечно же. Любое слово Ичкерия, где упоминается, это хорошо. Так, Кремль сравнять с землей, говорит Фрейроки. ФСБ нужно уничтожить зародыши, говорит, Чечня не Россия. Вот, Чечня не Россия. Наконец-то начали говорить так, как надо. Да. У нас все в электричестве. Да, у нас тоже. Так, друзья. Скоро вся спесь спадет с русни и будет, как и прежде, ходить в лаптях. Да, Мула? Орти Муслим, ставим лайки и подписываемся на канал Реалити. Распространяйте слова, друзья. Распространяйте слова. Дюгон слово Аслан я имела в виду. Фрея Роки, я это слово дюгон специально произносил, потому что мне нравилось, как это произносил Руслан Гилаев, Хамзат Гилаев. И оно, вы не поверите, искусственно, я уже сам начал уже как бы использовать это слово. Я его, ну, как бы искусственно начал произносить. Потому что мне нравилось, как это говорил Руслан Гилаев. Зачем покупать газ у РФ, если можно развалить РФ и пользоваться газом для себя по демократическим ценам, провести дерошизацию ресурсов? Имя, фамилия. Так, главное, так, ставим лайки, подписываемся. Так. Йоваш, етасна, шильхим из холодильника. Шильхим, из холодильника я начал пить этот, как его, Red Bull, очень холодным, да, и как бы потею, занимаюсь физическим нагрузками и пью, и, видимо, поэтому. Так, только 43 лайка, говорит.
Нет, больше, Аснабек. Тебе надо перезагрузить просто. Россию нужно полностью развалить, и мир будет бесплатно пользоваться газом. Россия должна будет, уже миру очень много. Кирилл, вот ты ща, пресс. Кирилл Малулая. Ночью борс Кирилл еще учатся, фре. Кто был инициатором законопроекта о признании независимости Чечни и Украине? Это, что это за такие инициатора? Алла Дудаева была, Аслан Арцуев был, который к этому призывали давным-давно. Что за пришли тут мне тоже сторонники? Надол, я это уже все проверил, я это убедился. Вы меня уже не переубедите. В 2020 году ко мне в машину член правительства сел в машину и рассказывал, что мне нужно работать на русские спецслужбы. На этом поставлена жирная точка. Я долго разбирался в этом. Все это уже проехали. Кто это? Это он сказал, это я сказал. Он. Сейчас, мне кажется, немного лучше, чем когда признала Грузия. У Украины поддержка, может, за счет этого обратят еще больше внимания на нас. Хотелось бы верить. Не знаю, Асан, пожалуйста, Маана и Дуйон. И придурок Дагу, это. Мегар Дуйон, Залина. Мегар Дуйон, Мола. Избавлюсь от этого, да. Бог ждет, Бог сам дороже. Бог ждет. Так. Гилаев не просто это слово произнес, он это с этим словом целое предложение делал. Да, лазут оба ловцы. Эмин. Дион, ловцы, Дион. Нам не признание нужно, а побороть оккупацию, да, Шульдамак согласен. Ребята, это электро и газ. Вы немного не понимаете. Использование газ-плиты это не все использование газа. Электростанции работают на угле, либо на газе. Электричество вырабатывается при помощи газа. Да, Файтер, конечно, ты прав. Перезагрузка прошла успешно, говорит. Супер. Друзья, я тогда на этом свой стрим закончу сегодня. Уже чуть больше часа мы говорим. Я хотел, да, Аснабек Тутаев, Red Bull вреден, я знаю, и вообще терпеть его не мог. Но холодный Red Bull, когда ты вспотевший, он так остужает хорошо. Друзья, я на этом свой сегодняшний стрим закончу. Я хочу сказать, что Россия движется к всеобщей мобилизации. Будет еще большая засылка русских оккупантов в Украину. И слава богу, у Украины есть чем отвечать. Ленд-лиз, подготовка Украины. И мы все должны будем еще больше сплотиться вокруг Украины и поддержать ее в этом. Так. На этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Распространяйте нашу ссылку на наш стрим. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. До свидания, Файтер. Пока.